Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В республике принят закон о присвоении фамилии и отчества ребенку в соответствии с национальными обычаями коренных малочисленных народов Севера при государственной регистрации рождения. О важности принятого закона для коренных жителей региона и возможно ли такие инициативы в других странах, расскажет гость студии Григорий Местников, заместитель председателя молодежного парламента при Государственном собрании Илтумен. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте. Наш регион ответил в этом году столетие образования якутской автономии. Расскажите, что дала государственность нашему региону в целом? Так, давайте начнем с того, что 100 лет назад, 27 апреля 1922 года, Якутия, как мы знаем, приняла автономию. И принятие судьбоносного решения стало итогом нового. Начнем с того, что 27 апреля 1922 года Якутия приняла автономию. И принятие данного судьбоносного решения стало началом новой жизни Северного края. И создание республики в целом придало мощный стимул, импульс к развитию образования, науки, культуры и, как мне кажется, промышленного освоения огромных территорий. И спустя 70 лет, в 1992 году, вступившая в силу Конституция провозгласила Республику Саха-Якутия неотъемлемой частью Российской Федерации. И в течение того времени все мы со всей страной сделали огромный рывок вперед. И тем не менее мы благодарны нашему первому президенту республики Михаилу Ефимовичу Николаеву и его сподвижникам, которые стояли у истоков новой государственности Якутии, и нынешнему главе Якутии Асену Сергеевичу Николаеву за продолжение этих трудов во имя развития нашей республики. Уже мы рассказали про закон, который был принят. Могли бы вы сказать про важность принятого закона для коренных малочисленных народов Севера? Сохранение и развитие культуры народов Якутии является важным фактором политики региона. И именно парламент первым принял закон о родоплеменной кочевой общине малочисленных народов Севера. И вчера также был принят очередной законопроект, защищающий интересы северного народа. И согласно данному законопроекту устанавливаются права родителей на присвоение фамилии и отчества согласно национальным обычаям малочисленных народов Севера. Так, например, слова отца ребенка на венкийском Амалгин, то есть для мужского рода, и Сунагин для женского рода. Также на эвенском то же самое Амалгин для мужского рода и Хунагин для женского рода и так далее. И, как мне кажется, это все привнесет огромный вклад в сохранение национальных традиций, которыми богаты наши северные народы. Во многих странах ведется политика равноправия народов. Приветствуется и сохранение культуры, и самобытности, и языков малочисленных народов. Но на Украине требует знания только одного языка, украинского. На ваш взгляд, почему Украина, которая позиционирует себя современным европейским государством, выбрала такой путь моноязычия? К чему это, по сути, привело? Так, давайте также отклонимся с истории. Украина в 1991 году, приняв независимость, как мне кажется, могла стать совсем иной страной, развитой, успешной, огромным домом для многих людей разных вероисповеданий и этносов. Но с самого начала Киев взял курс на национализм, и началась, грубо говоря, ползучая украинизация. Все эти события привели к тому, что украинская государственность сейчас это нестабильная конструкция, которая состоит из несостоящих друг другу частей. И сейчас ведется такая политика, что между регионами Украины нет консолидации и единства.
В молодежном парламенте при Госсобрании Ултумен Республики на общественных началах трудится самая активная молодежь региона. Наверняка вы, как никто другой, понимаете важность исторического момента проведения спецоперации на Украине нашими войсками. Почему сегодня так необходима моральная поддержка нашей армии и нашего лидера страны? Ну, сейчас такое время, что вокруг нашего Отечества нужно быть сплоченными. И независимо от национальности, идеи и веры, нужно быть всем россиянам нужно быть солидарными. И, как мы знаем, за последние 8 лет на Донбассе регулярно проходили военные действия, которые приводили к человеческим жертвам, в том числе и детским. И сейчас идет такое время, что нужно всецело оценивать всю ситуацию без эмоций, адекватно и не верить фейковым новостям. Ведь главным итогом спецоперации является установление мира, денацификацию и демилитаризацию Украины. И благодаря военным силам страны мир на Донбассе будет восстановлен. Григорий, спасибо большое, что пришли и побеседовали с нами. Спасибо. Спасибо. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. До новых встреч в эфире.